касается особенностей наших лесов, то одна из их особенностей это то, что в основном это склонные леса. Это леса, которые находятся на склонах, и другая часть лесов это пойменные леса. Значит, у нас в основном два таких разряда, что ли, лесов. Склонные и пойменные. Вот. В наибольшей степени у нас пострадали пойменные леса, хотя и со склонными тоже далеко не благополучно. Что касается пойменных лесов, значит, вот я тоже где-то с середины 50-х годов достаточно интенсивно ездил по Кыргызстану и хорошо знаю, на моем собственном опыте, что были очень многие, значит, реки, к которым подойти было просто невозможно. Они находились там, где-то там русло за стеной этого леса, там кустарника, там, то есть все пробиться просто невозможно. Сейчас таких рек нет. Чтобы они вот такими пойменными лесами, пойменными джунглями были ограждены. Подойти к руслу можно в любом месте. Одновременно вот эти реки в этих местах никогда не текли по одному руслу. Они текли по множеству русел. И пойма была, соответственно, очень широкая, и так далее. Это пойменная часть очень широкая была. И тогда, в то время, ну просто в принципе не могло быть разрушительных паводков. Вот. Во-первых, все разбивалось на массу потоков. Вот. А во-вторых, это все перегораживалось, вот если там где-то на какой-то протоке слишком уж интенсивный поток, он сам себя заваливал этими подмытыми деревьями. Все, и он еще больше растекался, терял свою силу, и все. То есть вот этих проблем не было, что поднимались берега, разрушались мосты со страшной силой и так далее. Вот. То есть, вот что в наших горах наиболее, так сказать, ценное? То, что в наших горах, они высокие горные системы, они ловят из верхних слоев атмосферы увлажнение, которое в основном поступает с Атлантического океана, ну, частично с Северного Ледовитого океана. Вот. И да, поэтому наша территория, если бы не было высоких горных систем, она была бы просто пустыней, безжизненной. Потому что мы так в окружении пустынь, в середине вот этого великого пояса пустынь, самого большого в мире, который вот от Гоби до Сахары так простирается очень широкой полосой. Так вот, благодаря этому у нас потому что высокие горы, большое количество вот этих потоков, но потоки это все быстрые потоки. А быстрые потоки с точки зрения жизни, так сказать, они не очень выгодны. Что делает жизнь? Жизнь, она, как правило, замедляет эти потоки. То есть это вот просто вода, которая упала с неба и быстро ушла из этой экосистемы, или из этой страны и так далее, это бесполезная вода. Она ничего кроме разрушения и проблем не создает. Лес – это первое, то, что останавливает эти потоки, приводит быструю воду в медленную. Вот. Это как бы, ну как бы можно сказать, ландшафтная, экологическая роль леса, самая вот в наших условиях самая важная. Она также и для значит, горных лесов, и так она и для склоновых, и для приростовых лесов. Вот. И это одно дело. Второе, значит, это просто как бы замедление остановки поверхностного стока. Другое, чрезвычайно важно, тоже в рамках переведения быстрой воды в медленную, это переведение поверхностного стока в подземный. Подземный сток
на порядок медленнее идет, чем это. И в том и в другом случае медленная вода, чем более медленная вода, тем больше от нее пользы, и тем больше пользы для экосистем, для человека и так далее, и так далее. И вообще это вот у нас относительно, так сказать, неустойчивая с точки зрения, значит, инженерной геологии условия, крутые, склонные, рыхлые, сложными рыхлыми осадками и так далее, и так далее. Поэтому для нас вообще-то поверхностный исток это убийственный исток. И все способы переведения этого поверхностного в подземный, они, конечно, вот, являются чрезвычайно полезными для, значит, нас, для нашей страны. Там со всех точек зрения. Вот сейчас, значит, со склонов, которые раньше были заняты, поверхностный исток под лесом практически равен нулю. Нет, он весь этот поверхностный исток переводит в подземный. В отсутствии леса поверхностный исток, значит, достигает своего максимума, и это приводит к тому, что происходит смыв плодородного слоя. Мы уже говорили, что на образование 1 сантиметра гумусового слоя требуется 1000-2000 лет. Так вот, за 1 год смывается до 70 тонн с гектара поверхностного, в результате поверхностного стока. Это вот на юге. Такая картина. А в среднем по Кыргызстану 20-30 тонн. Вот. Теперь, что значит разрушенный лес? Вот вы говорили, что там вся земля там поделена и так далее, там нет подроста подлеска, нет травяного покрова. Этот лес теряет свои водозащитные, водоаккумулирующие свойства. Там поверхностный снос достигает 14-20% тонн с гектара. Но на слабых уклонах до 10 тоже. Но тем не менее это имеет место. Вот это как бы важнейшая экологическая функция наших лесов. Это в самом общем масштабе. Значит, второе. Значит, очень тоже важно, что это слабо учитывается. Значит, вообще древесная растительность по сравнению с ровной поверхностью, вот, на которой она находится, незанятой растительностью, обладает очень высоким коэффициентом поверхности. Вот. Ветки, листья и так далее, и так далее, и так далее. И они по сравнению с той площадью, на которой проецируется дерево, оно, значит, повышает этот коэффициент как минимум 20 раз. Что это означает? Это означает, что в 20 раз повышается, значит, поверхность, которой может отдаваться влага. Вот. И в 20 раз повышается поверхность, которая может поглощаться различные ингредиенты из окружающей среды, из атмосферы. Вот. Ну, в первую очередь, там, питательные вещества в виде углекислого газа, там, то же самое, там, кислород, который тоже может с этой поверхности поступать в атмосферу. То есть, если, ну, положим, травяной покров дает коэффициент там, не больше там, 5%, то этот 20, там, до 40%, в зависимости от, так сказать, видов деревьев и так далее. Вот это вот все намного повышает как бы, активность поверхности. Вот. А что значит активность поверхности? Это способность воздействовать на окружающую среду. Причем вся эта активность – это активность исключительно средообразующая, причем полезная активность. Что значит, положим, повышение
отдачи поверхностной влаги. Это значит создание над этой территории, занятым лесом, повышенного уровня увлажнения. Что значит создание повышенного уровня увлажнения? Значит, те воздушные массы, которые над безлесной поверхностью не отдают значит, влагу, то есть не переходят точки конденсации. Здесь они провоцируются, вот эти повышенные влажности, значит, конденсируется, выпадает осадками. То есть лес привлекает дополнительное количество осадков на то место, где он произрастает. Вот. То есть место становится более увлажненным. Для наших условий это играет исключительную роль. Для Центральной Азии это тоже исключительную роль, потому что в целом значит, сохранные, предположим, лесные экосистемы привлекают более 40% дополнительной влаги на ту территорию, где они произрастают. То есть это вообще значит, как бы, природный конденсатор влаги. Сейчас все озабочены, положим, сокращением ледников. Ледники тоже играют роль значит, конденсаторов влаги и значит, дают и они и конденсаторы, аккумуляторы влаги. Ледники, положим, в Кыргызстане содержат запасы воды, равные где-то 13 годовым объемом значит, стока с поверхности. Вот. Ну, действительно, это серьезная проблема. Но не менее серьезная, а на мой взгляд, гораздо более серьезная проблема – это сокращение площади значит, лесов, потому что это одновременно создает угрозу ускоренного таяния ледников. То есть ледник не, так сказать, добавляет количество влаги, которое выпадает на данной территории. Он только вот в зависимости от того, насколько высоко он там находится. Он провоцирует выпадение тоже, но вот, на самом деле добавляет. Но он там провоцирует, потому что это уже такие условия уже существуют. Так. А лес создает эти условия в той местности, где осадки в таком количестве не выпадали вообще. Поэтому у него гораздо более активная роль в этом отношении. И вот в наших условиях это поэтому играет очень существенную роль. Значит, вот значит, склонозащитная роль, почвозащитная роль, так? Привлечение дополнительного количества осадков, переведение подземного наземного стока в подземные. Кроме того, лес и накапливает эту влагу в своих почвенных горизонтах. И значит, этот лес, он создает вот, условия для более активного формирования климата не только внутри леса, но и в окрестностях этого леса. То есть это очень мощный климатообразующий фактор. Еще и почему? Ну, вот мы говорили о значит, поверхности, уже само размножение, это есть серьезный климатообразующий фактор. Но кроме того, лес создает затенение, то есть он как бы охлаждает поверхность, вот, на которой он находится. Это тоже очень важное климатообразующее значение и не только для данной территории, но и близлежащих участков. Кроме того, он вообще как бы замедляет все вот эти вот процессы. Снеготаяние в лесу резко замедляется. Вот. Испарение резко замедляется с поверхности, потому что с более охлажденной поверхностью все это происходит.
и так далее, и так далее. То есть масса вещей, которые все замедляются в лесу. И это очень важно, особенно в наших условиях, при резких перепадах температуры, резких перепадах сухости воздуха и так далее, и так далее. Вот эти все моменты. То есть происходит выравнивание, вот, что чрезвычайно важно для нашего континентального климата. У нас достаточно близко континентальный климат, и вот именно лес приводит к тому, что в средней полосе, в среднем поясе гор у нас местный климат приближается к бореальному, то есть к таежному. То есть мы как бы сдвигаемся по климату гораздо более севернее. При этом находимся достаточно глубоко на юге. Вот это сочетание чрезвычайно благоприятно для развития самых благоприятных условий для самых разнообразных, так сказать, форм жизни. И поэтому леса являются концентрацией, местом концентрации биоразнообразия в наших горах. Сами леса у нас тоже чрезвычайно разнообразны. Вот на нашей территории сконцентрировано очень большое разнообразие лесов. Лиственных, широколиственных, мелколиственных, внутри этих лиственных там еще делят иначе, резколиственные, мягколиственные и так далее, и так далее. И хвойные леса самые разнообразные. Вот. Это очень большая концентрация самых различных лесов, которые не имеют аналогов вообще во всей Центральной Азии. То есть с этой точки зрения абсолютно уникальное место, где очень высокая концентрация. Причем очень многие из этих лесов являются как бы свидетелями доледниковых эпох. Ну, вот наши знаменитые орехоплодовые леса, они сохранились еще с третичного времени. То есть они пережили ледниковый период, но вот они пережили антропоген. Вот это вот, значит, разнообразие. Вот у нас в целом, даже по самым оптимальным как бы оценкам, у нас где-то около 8% территории заняты лесами. Вот сейчас так считают. На самом деле где-то около 4,5. Это так я считаю. Я ошибаюсь. Дай Бог, чтобы я ошибался. Должны были быть согласованы с натуральным почвой. Ну, все вроде бы нормально. Да. Но если бы я просто так переводил их культурацию в свои культуры, это было бы все просто и спокойно. Но я же почти по всему Кыргызстану проводил учет, и у меня фиксировано, где я проводил эти учеты. И я обнаружил, что там, где у них, ну, положено, показано Барабычевой степи, ничего похожего нет. У меня там по полупустыне проведен. И там, в общем, по условиям вообще не может быть Барабычевой степи. У меня были очень большие споры, конфликты с геоботаниками, которые эти контураны ссылались на какие-то исследования. Я думаю, это была халтура, потому что даже в то время там не могло быть Барабычевой степи. И даже заставлял сажать вертолет на тех контурах, и они убеждали, что ну никогда там не было Барабычевой степи. И с лесами то же самое происходило. Вот. То же самое происходило с лесами, там, где они показывали сплошные контура морчевых лесов, особенно по югу Кыргызстана. Таких не было, потому что я там, я вынужден был соглашаться с контурами, где у меня не было учета, я не мог, так сказать, их оспорить. Вот. Или где мы не прилетали на вертолете, на вещи возить. Значит, вот, в этих случаях вот, я просто им наглядно показывал, что ну, нет этого леса. Вот, ну, там, положим, арчи находится на расстоянии, положим, 50-100 метров, это не лес. Это в лучшем случае арчевое редколесье, то слабо соответствует. Это может быть ареал, произрастания арчи, лес как экосистема. И так далее. То есть вот, местами они начали говорить о том, что
мы вынуждены писать здесь, положим, лес, потому что по почвенной карте тут контур подзолистых лесных почв. Поэтому мы не можем здесь никакой другой нанести, потому что эта почва формируется только под лесом. Ну да, написать, что не лес, нет такой категории. Ну то есть не лес, они должны были там где-то соседний контур расширить, да, мы положим степь, не степь и так далее. Горную. Я говорю, ну в чем дело? Я же вам доказываю, вы где-то меняете, поменяйте этот конкурс, тоже докажите, там почему, потому что там не может быть вот этой почвы, потому что там нет такого леса. Но у меня там тоже учеты есть. Я вот только по этим участкам спорю, потому что иначе просто говорить не о чем. Вот, спорят так это только, так сказать, избранные участки. Они говорят, ну знаете, это, говорит, карта составлялась под руководством Мамытова, как вот Мамытова. Ну почему здесь Мамытов, я говорю? Если нет там леса, причем здесь Мамытов, да. Но мы не можем. Ну пошли вместе, я могу. Я пойду к Мамытову, и давайте я сам доложу эту ситуацию. А он тогда был вице-президент, и мы боялись до потери курса, ему, так сказать, говорит, что ваша карта неправильная где-то. Вот. Я пошел, собрал все эти контура, там где-то около 20-30 контуров, которые не соответствуют. Это не соответствует моим данным. Там, по-моему, не меньше сотни, 200 контуров не соответствует вообще ничему. Но я ничего доказать не могу, мы не пролетали там, у меня там учет. Вот. Ну, биоботаники работали у нас с военных времен, а я работал всего несколько лет, что-нибудь лет 20-25 всего. Ну, я один работал, они там целыми бандами работали. Вот. Тем не менее, у них такая халтура. И лесники сколько работают, они везде эти лесхозы, все боятся что-то сказать. Да и потом лесники заинтересованы в увеличении площади лесов. Просто заинтересованы. Как они там увеличили эти площади лесов? Значит, по лесу карту составляли узбеки, которые здесь вообще вот только быстренько пролетели и улетели, да? То есть это люди некомпетентные. Они занимались дешифровкой этих космоснимков. И когда я посмотрел, что они там дешифровали, я просто пришел в ужас. Я с ними пошел ругаться. Они все скальники занесли в леса. Вот от этих вот некоторых типов скал тени дают, как будто это елочки сидят. Ну это вообще такая жуткая. Так они вот там, где я уже просто с пеной рта ругался и так далее, вообще выворачивался наизнанку, они сократили, а все остальное оставили. Вот. Почему я знаю, что это все страшно завышено? Вот. Ну и то же самое, вот к Мамутову пришел, и вот говорю, вот с этими контурами, потому так вот, надо там как-то делать с вашей точной картой, потому что иначе не соблюдаются эти условия составления нашей карты. А мы не можем по-другому составить, потому что у нас там показывают другие вещи. Я говорю, вот материал есть. Что там, видите, положим, нету леса. Ну, сказал, пожалуйста, делайте, как сказал Шуков. И все. Нет, проблем нет, и все. А можно вопрос? Но это, к сожалению, только, так сказать, отдельные контура. Вот. И вот совсем недавно прошла инвентаризация, опять же, по дешевлению этих значит, космоснимков. Вот. Эти узбеки делали? Да нет, там уже не узбеки делали. Там делали наши киргизцы. Вот. И они же договорились до чего, что у нас не меньше 15%. Я говорю, да это вообще вот ни в какие ворота не лезет. Вы хоть на один участок выйдете, вы вообще посмотрите, где у вас 15%? Где вы, откуда вы набрали эти 15%? Вот. Это же тогда глазами видно, просто на глаз видно 15%. Вот. Это значит, шестая часть территории занята этими лесами. Как это? Где у нас шестая часть, чтобы была занята лесами?
Ну ладно, тогда 8. 8 нету. У них уже готовый отчет, готовый это. Я говорю, этого не может быть, они спокойно меняют на 8, когда я их ловлю за руку. Вот на какой туфте это все строится. То есть вот, на самом деле всему этому верить особенно нельзя, потому что я внутри этого процесса был, я знаю, насколько это трудно. А эти рады тоже, вот эти лесники, что вот им как бы больше площадь лесов, больше будет из бюджета и прочие всякие вещи. Ну, вот так. То 5%, да, а то 15%. Да. Серьезно, больше, да. Да и потом это плюс, у них как бы успешность, они с 5% довели до 15%. По всем категориям очень важны эти приписки. Поэтому с ними так трудно бороться. Ну вот, ладно, это я отвлекся, чтобы вы просто знали, что это процесс. Вот эти все данные, это процесс, в котором есть масса заинтересованных людей, которые могут искажать эту всю картину, как они хотят. Поэтому надо достаточно взвешенностью, осторожностью подходить к различного рода данных, которые исходят из официальных источников. Тут надо смотреть, есть интерес, нет интереса. А чаще всего интерес есть, чтобы исказить. Ну, как говорят, что есть 3 вида лжи. Это просто ложь, наглая ложь и статистика. Статистика это заверенная государством ложь, правильно? Ну, статистика, она есть государственная ложь, она выше всякой наглой. Вот. Значит, вот что касается значит, вот этой вот роли. Значит, вот при том, что леса занимают, ну, будем говорить, 5% территории, а в них сосредоточено около 50% всего видового разнообразия значит, на нашей стране. Вот. И тут это чрезвычайно важная ситуация, хотя на самом деле это видовое разнообразие представлено очень ограниченным количеством популяций, там, особей и так далее, но само по себе видовое разнообразие страшно важно для того, чтобы сохранять стабильность экосистем. Потому что чем сложнее система, тем она более стабильно функционирует в резко меняющихся условиях существования. А сейчас условия и всегда в нашей зоне эти условия существования постоянно резко меняются. Вот. Вот в этом экологическая наших лесов. Это поддержание мирового. Что касается ресурсного разнообразия, только, значит, вот, если ресурсное разнообразие, и надо различать еще леса, как, я имею в виду ресурсное, это, значит, с точки зрения биоресурсов, и еще ресурсное разнообразие в качестве ресурса для развития там, рекреации. Значит, вот что касается рекреации. Если вы смотрели альбом, посвященный природе Кыргызстана, вот, или вообще там, которые привлекают фото-альбомы с видами Кыргызстана, ну, я вот целый ряд смотрел, в среднем около 40% этих значит, иллюстраций, они так или иначе значит, показывают лес, речку, лес, озеро, да, и так далее, и так далее. То есть, если это нормальное соотношение значит, с нашей природой, то тогда у нас 40% лес значит, на нашей территории. Чего нет? Значит, в 10 раз меньше, да, 4% вот, этих лесов, но поскольку рекреационная привлекательность лесов чрезвычайно высока, особенно в сочетании с водой, особенно в сочетании с выразительным рельефом. Вот рекреационный, это, вот если это доступно, то это, вот, по стандартным оценкам это 10, это высший балл. Вот. И, кстати говоря,
очень многие альбомы, посвященные природе Казахстана, которые вообще сплошная пустыня. Вот. Она тоже содержит приблизительно такую же пропорцию. Да? Леса, в общем-то, занимают довольно существенное место, потому что на самом деле оно так и есть. А вот почему, как вы думаете, рекреационно привлекательно именно леса в сочетании с горами и с водой? Как вы думаете, почему не может быть рекреационно привлекательным, положим, виды, так сказать, пустынных барханов? Не понимаю, что же. Потому что очень много зон, где-то ниш, биотопов, где может живность делиться, и туда можно ходить и живет. Не, ну разнообразие занятий там тоже больше. Разнообразие Может быть, то, что... Естественно, ниша человека. Ну Не да, знаю, может быть, это именно какой-то на это- такой еще отдельный на боевом Правильно. эффекте. Это генетически заложено в людях, потому что люди произошли от тех животных, которые обитали приблизительно в этих условиях, где сочетались значит, вот, холмы там или какие-то горы, деревья, куртины деревьев и вот, различного рода водоемы. То есть вот они как раз, это та самая ситуация, тот самый Эдем, из которого произошел человек. И он наследственно в себе хранит именно картину того рая, в котором он когда-то находился и который его создал. И поэтому генетически у людей заложено именно стремление вот к такой среде, хотя бы на эстетическом уровне. Он не может там жить постоянно. Вот. Но вот генетически, вот на эстетическом уровне он все-таки стремится значит, вот, именно к такому сочетанию природных объектов. И вот это не случайно. И вот поэтому этот рекреационный ресурс имеет хотя он, положим, очень ограничен по площади, он имеет чрезвычайно большое значение для привлечения значит, положим, туристов со всех сторон мира. Но это одно дело. И поэтому-то, собственно говоря, сохранение и расширение, и если мы собираемся дальше жить по этим меркам товарного Рыночная экономика, да. рыночной экономики, то мы должны заботиться о том, чтобы вот не исчезло то основание, на котором мы можем привлекать дополнительные средства в нашу достаточно бедную страну. А вот теперь то, что касается непосредственно биологических ресурсов, то есть охотничьих видов, древесину я сразу отбрасываю, потому что лес категорически у нас не может рассматриваться как источник древесины. А если мы одновременно вырубим весь лес, вот, и пустим его на деревную древесину, то он не покроет наших потребностей годовых значит, в строительном лесе. То есть на самом деле это не ресурс даже с точки зрения экономики. Вот. Хотя его нещадно эксплуатируют, но это ресурс в основном для воров или кого там угодно, всяких достаточно бедных людей. Вот. Но его нельзя рассматривать как ресурс для восстановления или там, развития экономики. Ну там лекарственные травы, как пастбищные угодья, он не может рассматриваться тоже категорически, потому что, во-первых, как пастбище, значит, он в сотни раз менее кормленное угодье, чем любое, даже самое бедное пастбище. То есть вот говорить о том, что вынуждены использовать, потому что там пастбища не хватает, это все чисто вранье, это неправильное использование пастбищ, или же просто хамское отношение к природе. Это все спекуляция. То есть леса никак не решают даже животноводческую проблему, ни в каком отношении. то есть не так много этих. Нет, там просто вот, запасов травы, кормовых единиц в сотни раз меньше, чем на самом худом пастбище. То есть состав И вида цикл там совершенно по-другому, другой. да. Вот мы же говорили только что демпинг углерода, что там его надо выносить, и там в основном попытные выносят. То есть
Бачу. Но это уже как бы к ресурсу не имеет отношения. Да? Мы будем говорить только вот сейчас как ресурс. Вот, биологический ресурс. Вот. Но есть, ну там масса всяких там плодовые и так далее, и так далее. В том числе и орех, и все прочее. Это все может иметь какое-то значение только на местном уровне, только для очень ограниченного количества местных жителей и так далее, и так далее. То есть как фактор экономики, это в целом для страны, это вообще почти ничего. И, собственно говоря, местное население тоже очень ограниченное количество местного населения. Те, которые живут, положим, в Условболге, ну вот это все. Это даже для области школы ничего. То есть это, когда говорят об экономическом значении этих ресурсов, что вот их надо там, вполне использовать, больше давать доступ и все прочее, это все опять же вранье экономической, значит, так сказать, экономического анализа не может. Другое дело, что вот рекреационный, пожалуйста, без, так сказать, ущерба для леса, там можно увеличивать емкость рекреационную, но при очень хорошо налаженной инфраструктуре, чтобы были соответствующие тропы, чтобы люди особенно этих троп не сходили и так далее, и так далее. То есть там масса всяких моментов, когда там рекреационные хорошо организованные зоны, когда и хорошее снабжение, чтобы и там соблюдались все правила и все прочее. То есть тут емкость достаточно велика, особенно учитывая, что значит, леса носят такой стройный характер, и поэтому значит, это не один массив, который как бы трудно распределить между большим количеством посетителей, а это, наоборот, это охватывает очень большие территории в целом. И при правильной инфраструктуре, организации емкость чрезвычайно. Это раз. И, значит, еще один недоиспользуемый, но сейчас уже более интенсивно используемый, это, значит, вот грибы. В некоторые годы, в некоторых лесах эти грибы можно собирать десятками тонн с каждого гектара. Десятками тонн. Причем у нас в лесах нет этих грибов. Там при всем желании Это только в лесах. вы не сможете. У нас вообще, ну, есть условно ядовитые, но в целом у нас около 60 видов грибов, и там только несколько видов, которые можно считать условно ядовитыми. Все случаи отравления в Чуйской долине – это результат того, что они накопили антропогенно обусловленные соли тяжелых металлов. Вот. То есть вот это вот довольно значительный ресурс, который, в принципе, может использоваться вот, в наших лесах. Это то, что касается ресурсов. Вот. Ну а что касается, положим, ягодных ресурсов и так далее, то это все ресурсы чрезвычайно ограничены и может иметь только исключительно местное значение. Даже кустарников, малина, Ну, малина, во-первых, не так уж и много. Вот. Ну, я говорю, чисто местное значение не могут играть. Но я про орехоплодовые леса не говорю, там заготовки алча. Алча сейчас как раз в результате распространения ложной щитовки антропогенно обусловленной уже практически на нет. Вот. Но, положим, продукция яблонь, там очень ограниченная груша. Вот. Ну, наши, положим, фисташники, миндальники настолько разрушены, что там тоже много не поймаешь. Вот. Хотя они там собираются, но тоже это чрезвычайно ограниченные вещи. Зоны, да, вот как мы, когда вот есть, да, вот
подлесок его, он может каким-то образом использоваться для выращивания, допустим, деревьяные насадить или там вот создать какие-то Подсадки плантации кустарников. лекарственных трав. Вот. То есть это не каких-то там культурных таких корневых посадить или там пшеницу сеять или что угодно, да, а вот именно таких вот более диких видов и делать вот такие плантации. То есть это каким-то образом может сработать или может вообще приносить какой-то экономический. Может быть, это инструментом сохранения. Это чтобы вот население Система пользовалось вот этими фиксации. буферными зонами, Ягоды да, там какие-то. сильно далеко просто не ходили. Да, вот ягодники, грибницы и вот лекарственные. Это так называемая пермакультура. То есть перманентная культура, которая значит, использует как бы, экологические условия того места, где она создается. Там значит, в пермакультуре используются, так сказать, разнокалиберные там, деревья, кустарники, травяной покров, то есть воспроизводится как бы естественная экосистема, но из культурных или окультурных видов. Вот тут такой должен быть подход. Если мы сохраняем естественную экосистему, то лучше в нее не лезть вообще. Если, положим, какой-то участок леса разрушен уже настолько, вот, в результате там, выпуска, вырубок, сенокошения и так далее, то на ограниченных территориях может создаваться участки пермакультуры, которые ну, частично как бы, сохраняют лес. Это уже не лес, собственно. Это вот есть пермакультура. Буферная зона, вообще-то говоря, тоже это неправильно это сказать, использование. Буферная зона – это зона, где ограничено хозяйственное использование той экосистемы, для которой создается эта буферная зона. Вот. То она создается перед или вокруг того участка, который сохраняется полностью. А тут можно вот где-то как ограниченное использование. Если вы этот участок не сохраняете, а переводите в режим пермакультуры, то это не режим буферной зоны. Это просто как бы, комплексное, экологически обусловленное ведение хозяйства в данном месте с элементами сохранения отдельных видов групп из этой дикой природы. Вот. Но на ограниченных участках это можно. По отношению к лесу, вообще, в принципе, вот особенно у нас, вот по отношению к нашему лесу, то, что ты сам не вырастил, то ты не имеешь права вырубать вообще. То есть у нас в лесу даже нельзя убирать палубные деревья. Вот. Которые упали, которые там заселены этими грибками всякими, вредителями и так далее, и так далее. Значит, несколько сот видов, представляющих лесное биоразнообразие, могут жить только в такого рода этих деревьев. То есть уже потом еще один момент. Значит, вот особенно у лесников распространено, что старый лес, вот, тот, который уже не дает прироста, он не имеет права на существование. Старый лес созрел для того, чтобы его вырубили для производственных нужд. Вот. И на самом деле у них вот в санитарную руку попадают не только больные деревья, но попадают вот такие вот старые деревья, от которых нет толка. У них нет естественного прироста, значит, на кой черт. Вот. И поэтому леса искусственно омолаживаются. То есть там нет всех возрастных категорий. И искусственно осветляются. Вот. Сейчас самая большая опасность, которая представляется, это связана с изменением законодательства. Раньше наши леса все относились к первой категории, то есть там были запрещены все виды рубок, за исключением этих несчастных санитарных. Санитарные рубки, в принципе, у нас тоже ничего, кроме вреда не принесет. Вот. То есть наши леса вообще, вот, если касается законодательства, должны быть
ограждены от любых видов рубок. Любых. Значит, и они должны быть полновозрастными. То есть там должны быть все категории возрастов обязательно. И в том числе и палубный. То есть для наших лесов должен быть введен просто заповедный режим. И восстановление только исключительно естественное. Вот сейчас очень большая опасность, потому что в соответствии с новым кодексом разрешено 6 видов рубок. Вот. Раньше отдельный вид рубок было разрешено, мы потеряли 50% лесов. Теперь у нас разрешено 6 видов рубок, в том числе так называемое лесовосстановление. Вот. Но это вообще-то, конечно, смертный приговор для большинства лесных населения. Вот. Собственно говоря, вот тоже в советское время несколько директоров лесхоза, благодаря своим связям с армией, смог снять только за то, что они под видом санитарных рубок проводили настоящие лесозаготовки. Я тут документирую фотографии, показательными замерами и так далее. Приезжал здесь через СМИ, я миновал всякие эти охранные учреждения. Все они повязаны между собой. Вот благодаря особому отношению к СМИ мне удавалось, я там был постоянно содействие по охране качества. Этим пользовался. Но я просто сумел, так сказать, убедиться на собственном опыте, что вот эти санитарные рубки, они ничего, кроме вреда лесу не приносят. Вот последние случаи, это уже последние годы, когда на юге там вот наши уникальные леса из значит, пишут Семенова, значит, это вид Красной книги. Они чрезвычайно пострадали от санитарных рубок. Там развилось грибковое заболевание на них. Но вот грибковое заболевание в результате вот этого распространения грибкового заболевания погибло в сотни раз меньше деревьев, чем в результате санитарных рубок. В результате санитарных рубок были вырублены огромные массивы этих совершенно здоровых лесов, а те, где были больные леса, массивы, болезнь распространилась как лесной пожар, потому что там, где нельзя вывести, а там, что значит, если вырубается больное дерево, то все вместе с ветвями и так далее должно быть вывезено. А это все вырубалось, там уже бросалось. То есть это становилось высчайшими очагами распространения. То есть на самом деле, и это сплошь и рядом. Я этими лесами Кыргызстана занимаюсь уже сейчас где-то с 58-го года. Вас не так еще не было. Ладно. Движется про ВЛХ. Скажите вот ваше мнение про ВЛХ. И что нам, как можно сделать так, чтобы хотя бы улучшить, да, снизить ту нагрузку или повысить вот некоторый механизм сохранности экосистем в режиме общинного ведения лесного хозяйства. Ну как можно сказать, что общинное ведение лесного хозяйства может быть и хорошая идея, но ее воплощение, особенно в наших условиях, то есть нормальное общинное ведение лесного хозяйства может быть только в нормальном государстве. Поскольку, то есть там, где соблюдаются законы, правила, где не разрушена система управления. Там, где этого всего нет, то и общинное ведение лесного хозяйства ничего кроме вреда не принесет. В наших условиях, я думаю, вот эта ситуация и прослеживается. И когда мы говорим о том, что где-то в каких-то странах это приносит положительный эффект, то это неправильная отсылка, потому что, ну как, это приносит эффект в других условиях управления.
Там, где соблюдаются хоть какие-то законы. Вот. Я считаю, что у нас нет государства вот, как такового. То есть чего-то такого, Как что функция. соответствовало названию государства. Ну, То есть определение. Государство, ну, это прежде всего органы управления, которые созданы для того, чтобы обеспечивать определенные общественные функции. Вот. А что значит эти органы управления? Органы управления – это те органы управления, которые сами соблюдают закон и значит, обеспечивают соблюдение закона остальными гражданами. Поскольку мы не имеем ни того, ни другого, то определение государства это только, так сказать, номинальное. Просто как бы. Вот. То же самое с общинным ведением хозяйства. Мы имеем термин, вот, общинное ведение хозяйства. По содержанию оно не соответствует. Потому что по содержанию они должны, с одной стороны, значит, выполнять определенные ограничения на пользование лесом. То есть функции управления лесным хозяйством передаются общим. Управление. Именно управление, а не разграбление. Вот. На самом деле государство оно само участвовало так или иначе в разграблении этого. Но для того, чтобы снять себе ответственность, оно передает это непосредственно, положим, в общинное хозяйство. По смыслу как? Это общинное ведение общего, которое получило, положим, участок леса, и которое как будто бы должно заинтересовано быть, чтобы получать с него значит, устойчивую прибыль, ну, а для того, чтобы устойчиво получать какую-то прибыль, какую-то пользу, оно должно так его сохранять, потому что это источник, вроде неразумно этот источник разрушить, чтобы в дальнейшем все ничего подобного. Эта психология работает только в условии, вот, когда есть надежное, нормальное государственное управление, это раз, и есть какая-то устойчивая ситуация в стране. То есть ни один, если придет вот это управление, не уверен, что завтра придет другая власть, и эта власть не отберет. Пока они допущены к этому делу, у них психология такая, все это растащить. По возможности до основания. То есть, на самом деле, условия, в которых вводится это общинное, не стимулирует того, чтобы соблюдались хотя бы элементарные правила игры. Поэтому это, ну как это, внешне выглядит как прогрессивный шаг. На самом деле снижение уровня управления всегда прогрессивно. Чем ниже уровень управления, тем более должна быть заинтересован этот уровень управления в устойчивости этого управления, потому что так сказать, это управление не для кого-то, а для себя. Вот. Ну да, и управление То есть пространством. теоретически, да, это очень как бы, хорошая идея, это сам принцип. На практике, в наших условиях, я не думаю, что это полезная вещь. И теперь вторая часть вопроса, как им помочь, это ну, нужно, так сказать, разобраться, в чем им помочь. Давайте. Но на самом деле тут единственное, там можно предлагать различные паллиативы, ну типа вот тех же небольших участков с якобы экологическим использованием этих лесов. Но уверяю вас, значит, это, во-первых, даже самый положительный опыт будет иметь очень ограниченное применение. Ну вы представьте себе хозяйство, да? Во-первых, это не непосредственно рядом с населенным пунктом, это черти где, да? И вот они для кого-то это все посадят, вот, а кто-то придет там, ну в лучшем случае, если все это пойдет там ягодники, да? Вот, придут, там ягодников нет, или, положим, коровы съели с соседнего ущелья пришли, так? Корова
страшно любят, например, смородину. Смородину они просто до корней. Они просто лакомство. Когда там выпасут, в первую очередь выпадают в эти смородины, все. И так далее. То есть вот масса всяких моментов вот, с этим связано. Постоянную там охрану или даже регулярную охрану они там вряд ли смогут устроить и так далее. То есть, чтобы это труд их не пропал. Да. А где это близко, прям как в основном да? Потому что там очень близко, да? Ну вот, я говорю, это может иметь только ограниченное применение в некоторых условиях. Вот. Да, конечно, там можно им предложить. Но опять же нужно исходить не просто вот из таких других пожеланий, но смотреть, насколько население может быть заинтересовано во всем этом деле. Вот. Ну, например, можно предложить, чтобы они там на втором ярусе там создали плантацию из ягодник. Ну, хоть как-то почва закрепиться и так далее, что это нужно хорошо себе представлять. А? Какие травы лекарственные, да? Тут сложно это Вот с лекарственными мы поддерживали массу всяких проектов по лекарственным травам, все они были достаточно безуспешны. А потому что нет инфраструктуры заготовки этих лекарственных трав. Вот. А положим, создают элементарную инфраструктуру, положим, китайцы. Вот. То есть они организуют транспорт, который приезжает на место все это заготовки и так далее. Тоже живыми деньгами все это выдают и так далее. То есть они приезжают к сборщикам. То есть сборщик где-то ищет, кому это все сбагрить и так далее. А это уже приезжает, это вот заготовители. Приехали, все это сделали. Вот. Но наше государство же вообще на это дело не способно, да? Вот. То есть она там может крикнуть клич, стимулировать, не препятствовать и так далее, разрешить. А все, а он остается один на один со своими проблемами, куда эту продукцию сбывать. Даже минимальный гарантированный сбыт не обеспечен. Так ведь? Ну кто будет, какой последний дурак будет заниматься этими делами, которым не обеспечены самым даже последним минимальным условием? Так ведь? Ну, вот сначала надо таких дураков найти, да? А потом с ними как-то разбираться, почему это у них урожай есть и ничего не получилось. Ну да, они Это только можно загубить идею. Само сообщество для себя не заинтересовано, да? То есть, или там они собираются А что для себя, значит для себя? для себя достаточно пошел в лес набрал.